Здравствуйте, вы смотрите программу «События недели». В студии Валентина Алексеева. Коротко о главном за минувшие 7 дней. Чувашский бройлер на грани разорения, но власти не оставляют попыток договориться с руководством предприятия. Он хочет, чтобы мы просто отошли, продавшие ему акции республики, уж если просто говорить, и не вмешивались в деятельность, и позволили ему банкротить предприятие. Республике принадлежат 49% акций, и бросать фабрику на произвол судьбы правительство не собирается. Трагедия в ночном клубе. У крупного телосложения также было несколько мужчин. И они душили ногами, коленами. Следователи устанавливают виновных в смерти молодого чебоксарца. Мобильное приложение для ревизии территорий. В электронном виде забивается каждая скамейка, каждая урна, каждая там детская площадка. Формировать комфортную городскую среду помогут новейшие технологии. Беспечность или надежда на авось? Девушка, к берегу плывите. За неделю в водоемах республики утонули 6 человек. Современные образцы военной техники и новейшие разработки предприятий оборонно-промышленного комплекса страны. Сегодня в подмосковном городе Кубинка завершается международный военно-технический форум «Армия-2017». Его организатор – Министерство обороны. Свои достижения участникам выставки представили и предприятия Чувашии. А в торжественном открытии форума принял участие глава республики Михаил Игнатьев. «Армия-2017» – пожалуй, самая масштабная российская выставка для демонстрации новейших образцов вооружения, военной и специальной техники. В этом году в работе форума приняли участие более 100 делегаций иностранных государств. Помимо обширной деловой программы, гостям, что называется, вживую показали разработки известных конструкторских бюро и крупнейших отечественных производителей вооружения. Есть чем гордиться и предприятием Чувашии. Министр обороны страны Сергей Шойгу оценил инновационные изделия в НИИР «Прогресс». Мы доложили ему о том, что разработано новое инновационное изделие. Это адаптивная решетка системы «Комета», которая защищает навигационный спутниковый сигнал ГЛОНАСС в условиях помех. Это изделие, которое действительно разработка инновационная, и по этим разработкам мы догнали ведущие страны Запада. Ну, как сейчас принято говорить, наших партнеров. Свои разработки на выставке представили сразу 9 предприятий республики. Спрос на их продукцию есть, и они вправе рассчитывать на новые заказы. Необходимо по максимуму использовать возможности, предоставляемые Ростехом и Министерством обороны страны, отметил Михаил Игнатьев. Наши предприятия, 9 организаций, которые участвуют, объем отгруженной продукции по прошлому году у них составлял почти 17 миллиардов рублей. В этом году мы рассчитываем, что 20 миллиардов рублей они перевалят. Техника качественная, оборудование качественное, изделия по линии авионики, которые производятся, тоже качественные. И это говорит о том, что наши предприятия развиваются в динамике очень хорошо. Впереди перспективные заказы будут. Помимо участия в военно-техническом форуме, предприятия Чувашии на этой неделе презентовали свои проекты представителям Росатома. Корпорация проявляет интерес к промышленному комплексу республики. Прежде всего, речь идет о более тесном сотрудничестве с предприятиями электротехнического кластера. Мы за то, чтобы создавать, может быть, вместе новые продукты. У нас есть задача по цифровым подстанциям точно так же. У нас есть задачи по КРУе. У нас есть задачи по созданию определенных видов оборудования. Может быть, даже нам проще отказаться от каких-то наших проектов, потому что у вас уже все есть, и каким-то образом сформировать партнерские отношения с вами для того, чтобы быстрее на рынке получить уже конкурентоспособные продукты, как я говорил, начинать проходить аттестацию для выхода на зарубежные рынки, потому что для нас и эта задача является очень важной. Сейчас в Росатоме идет отбор наиболее перспективных проектов. На сегодняшний день с различными структурными подразделениями государственной корпорации сотрудничают 15 промышленных предприятий республики. И этот список может расшириться. По предварительным оценкам, уже в этом году объем поставок для нужд Росатома превысит 1 миллиард рублей. По заказам, если взять, выигрывая конкурсы, наши предприятия вошли в Росатом, в организации Росатома, их там сотни, по сути дела, и получают государственные, можно сказать, гарантированные заказы.
В ближайшее время представители корпорации «Росатом» планируют приехать в республику с рабочим визитом, чтобы на месте изучить возможности предприятий-партнеров и договориться о дальнейшем сотрудничестве. Сергей Янин, события недели. Критическая ситуация сложилась на предприятии «Чувашский бройлер». Не хватает кормов, а это грозит тем, что может начаться массовый падеж птицы. У сельхозорганизаций накопились долги по зарплате, электроэнергии и газу. 49% акций от уставного капитала общества принадлежит Чувашии. Остальная часть – группе компаний курского предпринимателя Александра Четверякова. В июне 2016 года Четверяков через подконтрольные ему организации ООО «Ваша марка», торговый дом «Красная поляна», ООО «Русские корма», которые практически одновременно подали заявление в арбитражный суд Чувашской республики, инициировал процедуру банкротства. Общая сумма долга чувашского бройлера перед этими организациями составляла чуть более 3 миллионов рублей. Тогда предприятие вполне способно было погасить задолженность. Однако тогда подконтрольный Четверякову руководитель чувашского бройлера не предпринимал действий по погашению задолженности. Даже в судах поддерживал и не возражал против введения процедуры банкротства. Процедуру наблюдения на предприятии, а это первый этап на пути к банкротству, ввели в январе этого года. К тому времени чувашский бройлер уже успел заключить договоры с компанией «Тениторг», которая должна была оказывать услуги по инкубации яиц, выращиванию и убою птицы и поставке кормов. В настоящее время финансово-экономические показатели деятельности чувашский бройлер полностью зависят от «Тениторг», которые в нарушении договорных условий не оплачивают оказанные услуги, кроме того, не поставляют необходимый объем кормов. Кур на предприятии начали буквально морить голодом. К примеру, недавно вместо положенных 60 тонн зерна в сутки птицам дали всего 10 тонн. Недокорм идет уже с 7 августа. Значит, 35% кормов птица недополучает. Значит, это может привести к истощению, к увеличению падежа. На сегодня долги чувашского бройлера выросли в геометрической прогрессии. Добавилась задолженность по зарплате, электроэнергии, газу. На днях представители Минсельхоза Республики и Министерства юстиции встречались с Александром Четверяковым. Он выдвинул несколько условий. Первое – это прекращение уголовного дела против всех его директоров, которых назначал. Здесь мы пояснение дали. Мы не те люди, которые возбуждают уголовные дела или прекращают уголовные дела. Вторым условием было назначить и не препятствовать назначению генерал-майора руководителем этого предприятия. И третьим условием – продать акции Чувашской республики ему же. Власти Чувашии собираются отслеживать ситуацию на предприятии и контролировать ее, насколько это возможно. Мы в этой части все равно контролировать ситуацию будем. И мы об этом высказали как раз Четверякову, что его не устраивает. Он хочет, чтобы мы просто отошли, продавшие ему акции республики, уж если просто говорить, и не вмешивались в деятельность, и позволили ему банкротить предприятие, переводя его активы на тот же Тениторг или на другое общество, которое ему удобно. Пока на предприятии все очень сложно. Из-за введения процедуры наблюдения чувашскому бройлеру запрещены все операции с расчетным счетом, кроме выплаты зарплаты. Из-за долгов перед ресурсоснабжающими организациями на фабрике вскоре могут прекратить поставку газа и отключить электроэнергию. Наталья Егорова, Владимир Синдеев, Вести Чувашия. В Чебоксарах продолжается расследование обстоятельств смерти молодого человека в ночном клубе. Напомню, он погиб в ночь на 15 августа после конфликта с охранниками заведения. По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Что произошло в ту злополучную ночь в клубе, выясняла наш корреспондент Мария Никифорова. Эта история всколыхнула Чувашию. Новость о том, что в одном из ночных клубов Чебоксар скончался 35-летний Александр Комиссаров, за один день разлетелась по всей республике. В ходе расследования было установлено, что 15 августа около 2 часов ночи между 35-летним жителем города Чебоксары и сотрудниками ночного клуба произошел конфликт, в ходе которого последний был уложен на пол и удерживался в таком положении в течение непродолжительного времени, в результате чего наступила его смерть. По словам родственников погибшего, перепалка произошла возле гардероба. Кто-то из молодых людей потерял номерок. К спорящим подлетели охранники и без выяснения обстоятельств повалили двоих на пол. Возле выхода меня скрутил охранник большого телосложения, повалил на пол, скрутил мне руки, начал давить мне коленом на шею. То есть я начал задыхаться, я не сопротивлялся, я просто хотел жить. Он меня давил на шею до такой степени, что меня перекрывало дыхание порой. Я хрипел, но он никак не реагировал на мои просьбы. На Саше, потому что он крупного телосложения, также было несколько мужчин.
И они душили ногами, коленами. Меня оттаскивала охрана со словами: тебе сейчас самой влетит. Клуб, я не понимаю, почему не закрыли. Они задвинули, тело лежит на полу, гости приходят, покупают билеты, идут танцевать, выходят с клуба, и стоит небольшой диванчик около тела. Как на самом деле вела себя компания, правоохранительным органам еще предстоит выяснить. Момент драки попал в объективы камер видеонаблюдения. Сейчас эти записи изучают следователи, но каким бы ни было поведение посетителей, охранники должны действовать, не приступая закон. То есть крайне осторожно, чтобы не нанести ущерб здоровью нарушителей порядка. Этот случай сейчас обсуждают на известном в республике интернет-форуме и в социальных сетях. Таких историй с самоуправством охраны люди рассказали немало. На входе начали придираться к жене, слово за слово, вроде собирались уже уезжать. Тут охранники повалили нас. Меня начали душить очень сильно, брата повалили на землю, а третьего, который стоял в стороне, вообще избили. Один охранник также на шею надавил, другой шокером в шею. Когда я подбежала, меня охранник как кошку выкинул об кафель. Тройной перелом ноги. Этот охранник ударил по голове. Я упала. Сейчас он нанял адвоката и нашел свидетелей, как будто я сама упала. Комментировать ситуацию руководство клуба отказалось. Я не буду давать комментарии, девушка. А почему? Не буду, и все. Общаться с нашей съемочной группой отказались и в частном охранном предприятии, сотрудники которого в тот злополучный день и охраняли клуб. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». По предварительным данным, мужчина задохнулся рвотными массами, но на его теле обнаружили травмы. Из-за чего точно наступила смерть, покажут результаты судебно-медицинской экспертизы. Мария Никифорова, Павел Редков и Никита Углев. Вести. Чебоксары. Добавлю, что на 9-й день после трагедии ночное заведение приостановило свою работу. Администрация клуба объясняет это тем, что после смерти молодого человека в адрес работников заведения стали поступать угрозы и оскорбления. К другим темам. В столице Чувашии прошла российская конференция онкологов. Эту встречу посвятили новым информационным технологиям в лечении больных раком. Доклады, дискуссионные обсуждения, мастер-классы, участие в сеансах онлайн-консультаций. Программа конференции рассчитана на широкий круг врачей, хирургов, диагностов, руководителей медицинских учреждений. Наш онкоцентр в числе первых взял за основу информационные технологии и начал поэтапно внедрять их в работу. Электронная регистратура и медицинские карты, система управления очередью – все это помогает улучшить качество обслуживания, повысить контроль за лечением, разделить потоки больных. В сложных клинических случаях наши доктора имеют возможность проконсультироваться с ведущими онкологами страны. Телемедицинский центр у нас появился в 2016 году, и мы, можно сказать, скромно, хоть не скромно, но лидеры в этой области, потому что в России единственный онкодиспансер, который имеет такую связь с нашим онкоцентром Блохина. С начала работы консультативного центра проведено более 300 сеансов с подробным разбором тактики лечения пациентов. Это ускорило время, которое так дорого при злокачественных опухолях. С открытием в прошлом году нового корпуса телемедицинские технологии начали осваивать и хирурги. В республике в последние годы появилась такая очень хорошая тенденция к инновациям в онкологии, к внедрению новых технологий, внедрению телемедицины. Здесь действительно можно сказать, что Чувашская республика, она один из лидеров в центральном регионе России. Мы приехали перенять опыт и посмотрим, что у вас есть. Конечно, мы уже наслышаны о том, что многое у вас уже внедрено. Ну и будем внедрять у себя. Участники конференции обсудили все новое в лечении самых распространенных опухолей, в диагностике рака молочной железы, в проведении пластических и восстанавливающих операций. Надежда Андреева, Татьяна Иванова, Вадим Владимиров. События недели. В России к октябрю завершится инвентаризация дворов, парков и скверов. Это нужно, чтобы понять, в каком состоянии сейчас находятся территории и что там ремонтировать в первую очередь. Сделать ревизию поможет мобильное приложение. Дворы, парки, скверы, аллеи. Сейчас сказать точно, сколько таких общественных пространств и в каком они состоянии, пожалуй, не может никто. В России заработал приоритетный проект формирования комфортной городской среды. И теперь во всех городах и селах местные власти должны провести инвентаризацию дворов и общественных пространств. Такая масштабная ревизия нужна, чтобы централизованно планировать ремонт дворов и скверов, обновление игровых площадок и детских городков. Все данные будут внесены во всероссийскую систему ГИС ЖКХ, чтобы очередность благоустройства дворов стала ясной и понятной.
Проект формирования комфортной городской среды, он изначально предполагал полную прозрачность и открытость, поэтому при инвентаризации федеральным правительством было рекомендовано регионам всю информацию по инвентаризации дворов сразу выкладывать в ГИС-ЖКХ для того, чтобы жители могли с ней ознакомиться. В электронном виде забивается каждая скамейка, каждая урна, каждая там детская площадка, находящаяся на территории двора, с фотографиями, с геометками. То есть местные чиновники должны будут зайти в каждый двор, сквер, парк и оценить уровень благоустройства по нескольким десяткам параметров. Конечно, сделать это проще через мобильное приложение. Оно отправляет данные сразу во всероссийскую систему ГИС ЖКХ. Но есть и другой вариант. Сначала заполнять паспорт благоустройства территории вручную, а затем переносить данные с бумажного носителя в электронный. Это более трудоемко, к тому же, возможно, механические ошибки. Решить, какой вариант лучше, должны муниципалитеты. Это им до 1 октября предстоит инвентаризировать все дворы, парки и скверы, чтобы в конце осени принять программу благоустройства до 2022 года. Использовать мобильное приложение уже намерены в администрациях Цивильска и Чебоксар. На этой неделе в республике утонули 6 человек. Спасатели регулярно выходят в рейды, но люди продолжают пренебрегать элементарными правилами безопасности на воде. Можно ли было избежать этих трагедий, выясняла наша съемочная группа. Людской беспечности и надежды на авось, говорят спасатели, нет предела. Прямо на глазах у инспектора девушка заплыла туда, где проходит фарватер. Страшно представить, что может произойти, если капитан судна не успеет ее вовремя заметить. Девушка, к берегу, плывите. Девушка плавала под знаком «Купание запрещено», хотя буквально в 100 метрах от этого места находится центральный пляж. И таких экстремалов-любителей на Волге немало, говорят спасатели. Любители есть у нас, заплывая за буйки, доплывать вот до этих байкинов, буев, залазить на них и прыгать с них. Часто люди не рассчитывают свои силы. Очень много в данный период у нас находится детей без надзора взрослых. В Чувашии 3500 водоемов, но оборудованных пляжей всего 14. И зачастую люди купаются там, где для этого нет никаких условий. Больше половины несчастных случаев происходит как раз на сельских прудах, озерах и диких пляжах. Тут надо учитывать и температуру окружающей среды, и температуру воды, и то, что чем глубже вода, тем прохладнее. И часто случаются судороги. Судороги ног, рук и дыхательных путей. Еще одна причина гибели людей на воде, которая уже стала классикой жанра – купание в пьяном виде. 85% несчастных случаев происходит именно из-за алкоголя. Пока штрафовать за подобные нарушения спасатели не имеют права. Но 31 августа в Государственном комитете по чрезвычайным ситуациям Чувашии пройдут публичные слушания. Там обсудят законопроект о внесении изменений в Кодекс административных правонарушений. Власти республики предложили наказывать штрафом любителей купаться под запрещенными знаками и тех, кого тянет на приключения под воздействием алкоголя. Мария Никифорова, Леонид Петров, Вадим Владимиров. Вести. Чебоксары. Мы прервемся на рекламу, она будет недолгой. Смотрите во второй части программы. 548 лет Чебоксарам и 57 Новочебоксарску. Крупнейшие города республики отметили дни рождения. Изменения в школьной форме и условиях обучения. Учащиеся и их родители пользуются услугами электронного расписания. В Чебоксарах прошла конференция работников образования. Домашние игры в прямом эфире. В новом сезоне ВХЛ наша телекомпания организует прямые онлайн-трансляции хоккея. Второй раз по 2 малыша. Ошарашила больше. Не то, что испугалась. В Чебоксарах родились необычные двойняшки. О погоде. Здравствуйте! В студии Александр Осипов. 27 августа днем в республике малооблачная погода. Небольшой дождь. В Ядрине и Алатыре без осадков. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха 18-21 градус выше 0. В Чебоксарах 18. Атмосферное давление пониженное, 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха до 63%. Партнер программы – общество с ограниченной ответственностью «Потолки-21». Берегите себя и своих близких. Будьте здоровы! Как положено друзьям.
потолок, потолок тоже пополам. Приходите с другом, заключайте сразу 2 договора и получите каждый свой потолок за половину цены. Потолок, потолок тоже пополам. Потолки 21 684 222. Цены пополам. Приглашаем в парк-отель «Лента», где все условия для семейного и активного отдыха в Заволжье. К услугам отдыхающих комфортные одно- и двухэтажные деревянные дома вместимостью до 25 человек. Сауна, беседки с мангалом, кафе, аренда спортивных товаров, бесплатный Wi-Fi. Телефон 49 0050, код города 8352. Парк-отель «Лента». Отдохните на природе с комфортом. Пора летних скидок открыта. Одевайся, обувайся, обновляйся, развлекайся. Грандиозные скидки в МТВ-центре. Проспект Ивана Яковлева, 4Б. МТВ-центр. Территория покупок и развлечений. Вы считаете, что ваши права нарушены? Хотите вернуть деньги за некачественный товар или навязанную услугу? На страже ваших прав станут юристы Единого центра защиты. Просто позвоните 36 50 40. Разберемся в ситуации, поможем. Проведем досудебную и судебную работы. Юридическая служба Единый центр защиты. Звоните 36 50 40. Кухня Дядькова. До конца лета успейте купить кухню вашей мечты. Скидки до 25% и бонусы на столешницу и технику. Кухня Дядькова. Чебоксары, Мегамолл, 4-й этаж. Внимание, родители! Компания Image Optica представляет учебную акцию «И видеть, и учиться на отлично». Бесплатная проверка зрения и скидка до 20% на детские и молодежные очки. Успей купить выгодно. Image Optica. С 30 августа по 3 сентября выставка «Росмех». Скидки до 50%. ДК «Салют». Срочно возьмем в аренду самосвалы для работы по строительству автодороги. Оплата высокая. Телефон 8 917 077 85 71. В Москву на завод требуются сортировщики. Водители категории Е. Вахта. Телефон 8 927 66 555 77. Требуются монолитчики, плотники, бетонщики, монтажники, арматурщики, отделочники. Телефон 8 927 867 0201. В мебельную фирму требуется дизайнер. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Телефон 48 45 01. Мы продолжаем события недели, программу о том, чем запомнились минувшие 7 дней в республике. Они все-таки прилетели и оставили свой автограф в Чебоксарском небе. На праздновании Дня города пилотажная группа «Первый полет» смогла показать свое авиашоу над заливом. Это выступление сначала широко анонсировалось, затем с извинениями его отменили. И буквально за сутки до дня рождения столицы стало известно – авиашоу будет. Вообще 548 лет Чебоксары отметили красочно и ярко. Чем запомнился День города жителям и гостям столицы? Мы подготовили краткий обзор праздничных событий. Они уже поднимались в Чебоксарское небо в 2013 году, и горожане знают, на что способны эти оранжево-красные спортивные яки. Только тогда свое авиашоу группа «Первый полет» делала на 4 самолетах, а сейчас они прилетели в 5. Программу своего выступления гости обновили почти на 2/3. Классическим фигурам высшего пилотажа – петли Нестерова, ромбу, бочки – всегда добавляют авторские, вот, например, пропеллер. Первого полета свой, уже узнаваемый зрителями почерк. Летчики рисовали для чебоксарцев смайлики, сердца, короны, демонстрируя, на что способны отечественные самолеты. Особенно, если управляют ими чемпионы мира и Европы. Этот парад организаторы постарались сделать максимально масштабным. В колонну им удалось поставить больше 150 единиц техники. Возглавили проезд ретро-автомобили. За ними последовала техника, что каждый день делает улицы города чище. По центру автомобили двигались неторопливо, на скорости примерно 10 км в час.
Некоторые зрители признавались, они специально выбрались в центр, чтобы увидеть такой необычный парад. Специально пришли детям показать. Дети очень рады, в восторге. Зрители отмечали приятно, что многие водители в этот день сели за руль в парадной форме. По окончании праздника вся техника вернулась на боевые посты. В день города Чебоксары приняли Всероссийский фестиваль тюркских народов. На праздник приехали гости из разных уголков страны. К примеру, участники ансамбля «Торга» из калмыцкого поселка Экипур. Их обрядовый танец – это воплощение народных традиций. Песни и танцы привлекли зрителей своей самобытностью, а сам концерт стал праздником единства и площадкой для межкультурного диалога. Ко дню рождения Чебоксар приурочили фестиваль семейного творчества «Аистенок». Креативные родители вместе с детьми уже в 9-й раз устроили дефиле колясок. Каждая семья могла выбрать направление по душе. В конкурсе 5 номинаций. Самой многочисленной стала «Национальный колорит». Сразу 36 семей оделись в национальные костюмы и превратили свои коляски в предметы чувашского быта. Материалы подручные, а чудеса настоящие. Получились у участников номинации «Эко-коляска». Пластик, целлофан и солома изящно перевоплотились в вертолет, дом на колесах и даже коляску будущего. Самая традиционная номинация – «Сказочная». «Снежная королева», «Дюймовочка», «Царевна-лягушка» – это лишь малая часть сказок, вдохновивших родителей на создание такого необычного транспорта. Рев моторов, визг тормозов и дымящиеся шины. Чебоксарцам казалось, что они попали на съемочную площадку крутого боевика. Виртуозное управление машинами горожанам и гостям столицы продемонстрировала команда каскадеров «Тольятти Трюк» во главе с Дмитрием Горецким. Ну и какое же экстрим-шоу без огня? Вот уж поистине работа, на которой можно сгореть отнюдь не фигурально. Пройти пешком 2 центральные улицы Чебоксар не за 20 минут, как это обычно бывает, а за 2 часа. Пожалуй, такое возможно только на Творческом бульваре. В праздничный вечер проезжая часть превратилась в одну большую сцену. Здесь работали 70 арт-площадок. Впервые на Творческом бульваре развернулась площадка и нашей телерадиокомпании. Она включила в себя несколько фото и видеозон. Попробовать себя в роли оператора, корреспондента, испытать всю сложность профессии ведущего. Площадка ГТРК «Чувашия» открывала для зрителей новые грани телевизионной работы. В своеобразный спортивный бульвар превратилась московская набережная Чебоксар. Помериться силами в акватлоне сюда приехали представители 12 регионов России. Бороться было за что. Городская администрация учредила призовой фонд в 200 тысяч рублей. Но для получения денежного сертификата участникам необходимо было попасть в тройку лучших по результатам плавания в открытой воде и легкоатлетического кросса. 150 смельчаков разделили на 13 групп по возрасту, полу и спортивной классификации. Но даже те участники, кто не сумел попасть в призовую тройку, не были обделены вниманием организаторов. Все спортсмены, сумевшие пересечь финишный створ, получили памятные медали. Место проведения, оно великолепное, то есть оно достойно проведения международных стартов. Рыбалка как искусство. В День города в Чебоксарах впервые прошел Кубок России по ловле донной удочкой. За звание лучшего в этой дисциплине боролись 125 рыбаков-спортсменов из 15 регионов страны. Соревнования проходили в 2 тура, каждый по 5 часов. Задача участников – поймать как можно больше рыбы. Победителем соревнований стал участник из Москвы. А в командном зачете Кубок России достался рыболовам из Петербурга. Теперь они будут представлять Россию на международных состязаниях. День рождения отпраздновала не только столица, но и город-спутник. Новочебоксарску вчера исполнилось 57 лет. В честь праздника на Центральной площади развернулась выставка мастеров народного художественного промысла. На Аллее Славы весь день работал творческий бульвар. Конкурс рисунков на асфальте, различные мастер-классы, творческие встречи с художниками, музыкантами и поэтами. Каждый горожанин нашел занятие по душе. После 6 вечера гуляния переместились на Центральный стадион. Там прошли концерты и дискотека. А после небо над Новочебоксарском раскрасил фейерверк. На следующей неделе начнется новый учебный год. В его преддверии учителя из Чувашии встретились с коллегами из Москвы и Казани и обсудили наболевшие темы. Как привить школьникам тягу к знаниям, что такое цифровая экономика и почему она стала необходима для учебной программы. В столице республики прошла ежегодная августовская конференция работников образования. Наш корреспондент Мария Никифорова побывала на 4 дискуссионных площадках и выслушала все предложения.
Сегодня система образования требует серьезного переосмысления, утверждают московские специалисты. Современные технологии диктуют свои условия, и учебные программы необходимо менять, ориентируясь на так называемую цифровую экономику. Очень важно сегодня развивать и программы, связанные с технической, инженерной направленностью, с компьютерными науками, и включать туда все поколения. Также Татьяна Абанкина отметила, Чувашия – один из первых регионов, где проекты по внедрению информационной экономики разрабатываются давно. К примеру, 59-я школа полностью перешла на современные технологии. Электронное расписание, журнал, специальный звонок на уроки и пропускная система, которая отслеживает каждый шаг учеников. А в апреле здесь открылся 3D-кинотеатр. Его контент предназначен для проведения уроков физики, химии, биологии. Обучающих роликов около 1000. Специалисты говорят, такие занятия будут особенно полезны старшеклассникам. У них повышается интерес к углубленному изучению предметов, а вместе с ним и успеваемость. Обедают ребята в школьном кафе, но для учеников это не просто столовая. Здесь проходят литературные вечера, конкурсы и фестивали. Основная цель создания на первом этаже, прежде всего на первом этаже такой зоны комфорта, это быстрый, удобный доступ к информации. Учащиеся, их родители пользуются услугами электронного расписания. С этого учебного года в расписании 10-11 классов возвращается астрономия. В 35-часовом курсе старшеклассникам не только расскажут о необычных экзопланетах, где может зародиться жизнь, но и научат ориентироваться в пространстве. Заниматься школьники будут по новым учебникам, которые кардинально отличаются от советских. Они включают в себя все последние научные открытия. А как их лучше всего преподнести школьникам, учителям объяснили на конференции. Сейчас очень много людей всерьез считает, что Солнце вращается вокруг Земли. Вот сейчас обсуждали проблему, что существует общество плоской Земли, где собираются люди, которые на полном серьезе обсуждают и доказывают, почему Земля плоская. Вот, на мой взгляд, борьба с таким невежеством, достойным Средневековья, наверное, одна из первых задач современного курса астрономии. Инновации активно внедряются и в систему высшего образования республики. Так, на базе ЧГУ создан инжиниринговый центр. Студенты технических специальностей учатся здесь проектировать промышленные образцы. Работают здесь и со школьниками. Говорят, настоящих конструкторов нужно готовить с детства. Мы постоянно набираем в команду новых людей и ведем кружки для школьников. У нас работают кружки по робототехнике, работают кружки фактически на каждом факультете университета есть дополнительное обучение для школьников. Причем оно, как правило, бесплатное и рассчитано на тех школьников, которые в дальнейшем планируют поступить в университет. В целом, говорят эксперты, в Чувашии есть хорошая база, и знакомство с цифровой экономикой не должно вызвать у жителей никаких проблем. Мария Никифорова, Владимир Синдеев, Вести, Чебоксары. В Чебоксарах стартовал фестиваль энергосбережения «Вместе ярче». Открыли праздник в детском лагере «Звездный». Там прошла панельная дискуссия на тему бережного отношения к природе и экономии энергии. В честь праздника ребята запустили в небо десятки шаров со светодиодами. Продолжился фестиваль уже в Чебоксарах. Горожане охотно ставили подписи в поддержку энергосбережения и знакомились с современными технологиями, которые помогают экономить ресурсы в быту. Под девизом «Вместе ярче, вместе веселее» прошел конкурс рисунков на асфальте. Солнце, ветряные мельницы, экологичные автомобили. Авторы лучших работ получили в подарок книги. Главная цель фестиваля – популяризация энергосбережения в быту. Поэтому знакомить с современными технологиями начинают с раннего возраста. Весь сентябрь в вузах, школах и детских садах Чувашии будут проходить лекции и уроки по энергосбережению. Ребята с экскурсиями посетят котельные и ТЭЦ. Домашние игры в прямом эфире. ГТРК Чувашия начала онлайн-трансляции матчей хоккейного клуба «Чебоксары». Как в режиме реального времени можно поддержать нашу команду и насколько готовы спортсмены к новому сезону первенства высшей хоккейной лиги. Новый сезон для хоккеистов, новый проект для телевизионщиков. За первенством высшей хоккейной лиги в этом году можно будет следить онлайн. С сентября по апрель все домашние игры чебоксарской дружины наша телекомпания намерена транслировать в режиме реального времени. Над тем, чтобы это стало возможно, трудится целая команда профессионалов. Это главный режиссер, ассистент режиссера по титрам, ассистент режиссера по повторам. Кстати, мы впервые запустим систему повторов на базе платы Forward Goalkeeper с 4 видеокамер. Это звукорежиссер, это большая техническая группа, телеоператоры, водители.
В общей сложности над обеспечением прямой трансляции работают 16 человек. Накануне завершился Кубок главы Чувашии. Все игры этого турнира также транслировались онлайн. Сезон ВХЛ еще не стартовал, и предсезонные матчи стали проверкой готовности как телевизионщиков, так и самих хоккеистов. Это подготовительный этап. Мы смотрим ребят, как бы готовимся к играм. Еще есть ряд позиций для усиления, поэтому процентов на 80 команда готова уже. Сергей Нуржанов обещает, к сентябрю наши хоккеисты подойдут в оптимальной форме. Посмотреть игры нового сезона ВХЛ с участием чебоксарской команды можно на сайте ГТРК Чувашия. Валентина Алексеева, Михаил Солин, Игорь Ульянов, Вадим Владимиров, Павел Редков, Никита Углев и Константин Козлов. События недели. В перинатальном центре Чебоксар родились необычные двойняшки Виктория и Елизавета Миловидовы. Необычные, потому что девочки уже вторая двойня в семье. Случай, говорят врачи, редкий. Самые старшие у мамы 11-летний Виктор, а в 2016 году на свет появились Володя и Настя. Им не исполнилось и 2 лет, как в большом семействе родились еще 2 дочки. Ошарашила больше. Не то, что испугала, ошарашила сильно. Но тем не менее. Ну, куда деваться? Свои же. Конечно, любимые теперь. Беременность протекала без осложнений, говорят врачи. Девочки родились с весом 2,100 и 2,500. Никаких других отклонений в здоровье доктора не выявили. В год в нашей республике рождается примерно 100 двоен. Но чтобы у одной женщины родилось 2 двойни подряд, это, конечно, большая редкость. Детки родились раньше срока, на 35-36 неделе. Конечно, у них был недостаточный вес, им нужно было немножко подрасти. Фактически им на сегодняшний день скоро будет месяц, и поэтому в течение этого месяца мы наблюдали за их развитием, помогали им достичь нужного веса. На этом все. Мы следим за развитием событий. До встречи в следующее воскресенье.